Расскажите, пожалуйста, сколько машин было вручено, в какие районы и именно насколько это важно получить новый автомобиль? Ну, это, конечно, очень важно для нас вообще, для всего медицинского сообщества. Сегодня очень знаменательный день. Вы знаете, что третье воскресенье июня – это традиционно День медицинского работника. И в День медицинского работника наши медицинские организации получают такой подарок в рамках национального проекта здравоохранения. Программа модернизация первичного звена. Сегодня получили 21 единица транспорта автомобильного. Очень хороший транспорт. Обратите внимание, он с брендбуком, который разработан Министерством здравоохранения Российской Федерации. Это единый брендбук на всей территории Российской Федерации, который на сегодняшний день в рамках нацпроекта, в общем-то, мы все уже, видите, используем. Машины, видите, уже своим ходом едут в районы. Очень много районов, значит, 21 район республики, центральные районы больницы, это и арктические районы. И помимо всего прочего, сегодня получили 4 единицы транспорта на паллиативную службу. Это медицинский центр города Якутска, республиканская клиническая больница номер 3, это патронажная паллиативная помощь, и Нерюнгринский район, и Мирнинский район. Это очень хороший тоже транспорт, который необходим. Мы понимаем, что есть определенная категория наших пациентов, которые нуждаются в этом транспорте. А на самом деле, конечно, в этом году в рамках программы модернизации первичного звена планируется приобрести еще 32 единицы, то есть получается 53 единицы автомобильного медицинского транспорта. Вообще, вот сейчас с коллегами разговариваю, они делятся впечатлениями. В рамках национального проекта здравоохранения, модернизации первичного звена за 2 года уже в некоторых больницах, центральных районных больницах, меняется полностью парк вот именно передвижной такой помощи, да, то есть машин, парк автомобилей медицинских. Отлично. С наступающим, спасибо. Всех коллег я хочу поздравить с нашим профессиональным праздником. Работа, конечно, у нас нелегкая. И понимаю, что в этот день очень многие уже на боевом посту. Они все-таки, кто-то дежурит, кто-то работает у постели больного, кто-то оперирует. Есть всякие ситуации. Я хочу от всей души пожелать нашим коллегам крепкого здоровья. Пожелать хочу, чтобы они все-таки ни одной минуты не усомнились в том, что выбрали такую профессию, а все-таки сомнений нет. Как бы сложно ни было, все равно мы отвечаем за жизнь пациентов, за жизнь людей, за качество жизни и, конечно, за здоровье. Огромное спасибо коллегам, низкий поклон. Лена Николаевна, уточняющий вопрос интернет-газеты в Якутии.ру. Вы сказали, вот 4 машины или 5 для паллиативной помощи, да? Они поверх вот этих 21 или внутри них? Нет, это другая программа, это госпрограмма развития здравоохранения Республики Саха-Якутия. Мероприятие как раз для оказания паллиативной помощи. Это вот помощи. те вот небольшие машины белые, да? Да, это легковые машины, 4 для наших медицинских организаций, которые оказывают патронажную, выездную паллиативную помощь. Республиканская больница номер 3, медицинский центр города Якутска, Мирнинская ЦРБ и Нерюнгринская ЦРБ. Тогда общее количество, получается, всех автомашин? 25 сегодня. Сегодня 25. Вместе получается 2 программы. Программа модернизация первичного звена. Это очень хорошая программа для первичного звена, по нацпроекту для центральных районных больниц. И программа развития здравоохранения. Поздравляем вас с этим большим событием и, конечно же, с наступающим Днем медицинского работника. Успехов, удачи, новых достижений. От всей Спасибо души большое. благодарю вас. Спасибо. Спасибо.